В Одессе появится новый главный архитектор Александр Голованов. Его имя связывают с реконструкцией лютеранской кирхи и нового рынка. Некоторые местные журналисты откуда-то выкопали и такую информацию. Якобы в свое время этот зодчий соорудил некий длинный балкон, из-за чего в соседнем доме потрескали стены и просел пол. Последнюю информацию не проверял, ибо своими глазами недостатки не видел. Посему подчеркну, акцент делаю на реконструкцию знаковых объектов. Как по мне, так занятие воскрешением памятников архитектуры – дело почетное и нужное. И здесь поставлю точку. Ибо главный архитектор города – это все-таки специалист, отчетливо понимающий, как обязан развиваться полис, попавший под управление его ведомства. Те, кто закладывал Одессу, смотрели на века вперед. Они четко понимали, что в тяжелый летний зной улицы должны проветриваться морским ветром. Они понимали, без парков, большого количества зелени на склонах, одесситам и гостям города будет нелегко перенести весну, лето и часть осени, когда столбик термометра упрямо лезет вверх, а солнце беспощадно палит. Эти люди понимали, город будет расти, появятся новые средства передвижения, а значит надо предусмотреть широкие мостовые и удобные тротуары. А еще планировка Одессы закладывалась в понимание близкого присутствия главной торговой магистрали тогдашней империи, Черного моря, и основного тогда предприятия порта. Отсюда и наличие транспортных развязок, дающих возможность быстро перемещать грузы. Словом, это были скорее не просто талантливые архитекторы, умеющие спроектировать, а потом и проследить за строительством очередного шедевра. Это были стратегии архитектуры, специалисты в градостроении. По сути, после 1917-го таковых в истории архитектурной Одессы можно перечислить по пальцам. За последние лет 40 мне не приходилось видеть на посту главного архитектора города хоть одного профессионала такого масштаба. Особенно после 1991 года, когда своей основной задачей профильный департамент мэрии посчитал процесс штампования проектов, явно не вписывающихся в архитектурный ансамбль старой Одессы. Далеко за примерами ходить не надо. Пройдитесь по Дерибасовке и посмотрите на торговый центр Европа, а потом на бывший ресторан Братислава. Уже этих двух примеров достаточно. По какому принципу у нас проводят конкурсы на должность главного архитектора города, одесситы не знают. Подозреваю, что многие депутаты городского собрания тоже не в курсе. Повторяю еще раз. Я большим уважением могу относиться к творчеству того или другого зодчего. Но построенные по его проекту здания не имеют никакого отношения к перспективе развития города, к восприятию Одессы как целостного архитектурного комплекса, каковой она осталась нам в наследство после 1917 года. Если городская власть выбирает чиновника без амбиций, послушного, готового исполнять любой каприз богатого заказчика, так вот, если это и есть основной принцип конкурсного отбора на должность главного архитектора, то это плохо. Говорят, что на это место претендовало несколько человек. А у меня вопрос. Почему никто из горожан не услышал программы кандидатов, не увидел жарких дискуссий между претендентами в прямом эфире разных телекомпаний? Неужели непонятно, что только при такой организации конкурса город и его жители могут получить действительно классного специалиста, который сможет потом показать и доказать всем, как он видит развитие Одессы? Кстати, этот недостаток можно хотя бы частично восполнить на ближайшей сессии городского совета, где должны утверждать кандидатуру Александра Голованова. Надеюсь, что так и произойдет.